Ну, а еще к нам присоединилась наша коллега Маша Хрусталева, которой, мне кажется, сегодня очень такое воздушное настроение, и она уже готова нам дать 5. Доброе утро. Разумеется, как всегда, очень много интересных дат, но настроение действительно воздушное, потому что именно сегодня, 26 июля, отмечается День парашютиста. И я расскажу о 5 самых непревзойденных и смелых прыжках. Давайте начинать. Номер 1 получает прыжок, который был совершен совсем недавно на футбольном матче Евро-2020 Франция-Германия. За несколько минут до начала игры внезапно над полем появился этот воздухоплаватель. Оказавшись близко к земле, он начал очень резко спикировать и в какой-то момент едва не врезался в трибуну. В результате парашютист приземлился прямо на газон футбольного поля, и он оказался экоактивистом. На его парашюте была надпись «Greenpeace». Сразу после приземления активиста увела охрана. А номер 2 забирает скайдайвер Люк Айкинс, который установил новый мировой рекорд. Он совершил прыжок без парашюта с высоты более 7 километров. Свободное падение продолжалось 2 минуты и завершилось приземлением на растянутую огромную сетку. В качестве страховки воздухоплавателя сопровождали 2 парашютиста. И стоит сказать, что такой прыжок явно не для новичков в этом спорте. На счету Айкинса около 18 тысяч прыжков с парашютом, и также он выполнял каскадерские трюки в фильме «Железный человек». А 3-е место достается Джорджу Мойзу. В 2009 году британец подарил себе первый прыжок с парашютом на свой 97-й день рождения, тем самым став самым взрослым парашютистом в истории. Мойз прыгнул в тандеме с опытным инструктором с высоты более 3000 метров. Ну, на этой фотографии видно, конечно, что он абсолютно счастлив, его мечта сбылась. Маша, вот интересно, ты бы согласилась на такой прыжок? Ну, конечно же, в компании опытного инструктора. Я бы согласилась, и более того, я мечтаю это сделать, и надеюсь, что у меня получится это сделать чуть раньше. До 97-го дня рождения мне, конечно, еще ждать долго, но мне кажется, и в 97. Никогда, в общем. И ни рано, и не поздно. И еще раз доказывать стариной во всех смыслах. Да, на пенсии жизнь только-только начинается. А 4-е место получает человек, который считает, что просто прыгать с парашютом очень скучно и неинтересно. Поэтому, чтобы как-то себя занять, парашютист Стивен Робинсон решил взять с собой кубик Рубика. Во время прыжка, который занял несколько минут, мужчина спокойно собрал кубик по цветам. А далее номер 5 и завершаем, пожалуй, самым непревзойденным прыжком, который совершил Феликс Баугмартнер. В 2012 году он поднялся на высоту 38 600 метров в стратосферу на воздушном шаре. Парашютист использовал специальный космический скафандр, и во время прыжка он преодолел звуковой барьер, став первым человеком, сделавшим это без двигателя. Интересно, ну а кто же еще может похвастаться тем, что летал со скоростью 1342 километра в час? Вот это действительно да. Тут даже и нечего добавить, в общем, Маша. На самом деле, спасибо тебе огромное за такие заоблачные новости. Мне кажется, что Воздушные. ты многих сейчас сподвигла на какие-то свершения, возможно. Раньше, кстати, парашютный спорт был очень в моде. Дарили даже целые сертификаты, подарки на прыжок с парашютом. Так что надеемся, и ты осуществишь свою мечту. Почему Может быть, нет? кто-нибудь сегодня кому-нибудь и подарит такой прыжок? То есть ты как бы намекаешь, когда у тебя день рождения? У меня уже прошел, был недавно. Следующий год придется ждать. Да, Ну, друзья, вы ничего. знаете, что нужно дарить Марии Хрусталевой на любой праздник. Впереди по поводу Новый и год. без. Еще полгодика и Новый год. Так что... Да. Маш, хорошего тебе воздушного, такого парящего понедельника. Спасибо, и вам тоже.